возвращение к себе как личности, он очень трудный. Потому что я как человек, вот, допустим, алкоголику, начинаю думать о том, что вот постоянно нахожусь в депрессии. Все время вот у меня вот крутились последние годы, вот там, перед началом прихода в А, я все время находился в депрессии годами. Потому что работы нет, потому что я не могу работать. Денег, естественно, нет. Со мной никто не общается. Даже друзья отвернулись. Всем я денег должен, и, как Анил говорил, друг мой, ты все время, как это, заезженная пластинка, говоришь об одном и том же. Как все плохо, как все плохо. Ни о чем другом не думаешь, или о выпивке только думаешь. И это вот такой бег по кругу. То есть, как в известном фильме, да, украл, выпил в тюрьму, да. А здесь вот больница, опять выпивка, потом опять больница. Это вот такой вот круг, и из которого выйти очень тяжело порой. Но я тут думаю, что с этим очень многие сталкиваются, и вот действительно, вот я вот сколько вот нахожусь в анонимных алкоголиках, я вот вижу эту картину, да и не только у нас вижу вот как вот в окружающем мире что происходит. Потому что люди вот, они вот постоянно погружены вот в эту вот проблему. Как ее решить? Не знаю. И на самом деле, несмотря на то, что болезнь хроническая, неизлечимая, прогрессирующая, есть решение, да? Это вот попробовать вернуться к самому себе. И не просто вернуться, а вернуться к самому себе нормальному. То есть вот начать развиваться. Но где и как вот это получить? Есть разные способы. Один из способов – это вот движение анонимных алкоголиков, которое вот в нашей стране вот оно появилось в 1988 году, еще при Советском Союзе. И вот в 2010 году два алкоголика открыли здесь, в городе Якутске, вот группу взаимопомощи. То есть они начали общаться между собой, а поскольку алкоголик сам по себе человек, он такой вот, ну, как сказать, отчужденный, изолированный, и очень трудно взаимодействовать с другими людьми, не алкоголиками. Потому что не алкоголики алкоголика не понимают. Вот, к примеру, у меня вот жена говорила, вот, почему не можешь пить, как другие? Пей, допустим, как твои там знакомые, друзья там. В пятницу выпил, там, в субботу там отлежался, в воскресенье занялся делами, потом в понедельник на работу. Но у определенной группы, к которой я отношусь, там, хронических алкоголиков, так не могут поступать. Для них, вот, для нас, вот, это надо полностью, полный отказ от алкоголя. Ну как это сделать? Потому что столько раз я вот давал себе клятвы, зароки, да, все. Поскольку основная проблема алкоголика – это вот невозможность жить в трезвости. И у нас психическое состояние такое бывает, все раздражает, люди просто бесят. Единственный выход – это вот принять вот эту вот анестезию, и вроде мир как бы наладился. Более-менее можно с кем-то вот взаимодействовать. И вот эту проблему помогает вот решить вот программа «12 шагов», которая вот состоит из 12 ступеней. И в первую очередь это вот признание, что у меня есть проблема. Признание того, что я алкоголик, и мне нужна помощь. Не просто там лежать на диване и думать о том, что все в проблеме, что делать. А вот именно пойти и попросить помощи. И слушать опыт других, как другие стараются жить в трезвости. И вот в этом как раз вот главная цель и задача Содружества анонимных алкоголиков. То есть получил трезвость сам, помоги другому. То есть программа «12 шагов», она не просто построена на том, что, допустим, какие-то вот... есть, конечно, там основная вот мысль, что есть какие-то силы, которые тебе помогают. Потому что, с одной стороны, алкоголь – это тоже сила.
сила, которая готова тебя убить. И для того, чтобы мне выжить и начать жить нормально, мне нужна сила более могущественная, чем я. То есть мне придется ее искать. Многие, конечно, это отпугивает, да? Высшие силы, мы же в таком обществе живем. Но сейчас, вот, я думаю, для нашего народа это не особо такая проблема, потому что у нас очень много, ну, как связано с духовными корнями. Многие из нас это понимают. Ну, даже вот, скажем, там, идем там на охоту, там, все понимают, там, БНА, там, это как бы никто не оспаривает. Как только говоришь алкоголь, там, какие-то силы, это же тоже помощь какая-то. И плюс еще составляющая альтруистическая, да, то есть духовная и альтруистическая. Это вот бескорыстная помощь другим, таким же алкоголикам, как ты. Когда я начинаю это делать, ходить там в наркологии, реп-центры, просто раздавать там визитки где-то на улице, то с кем-то разговаривать о том, что вот есть такое вот решение, то это как бы отображает мое новое поведение. То есть я как алкоголик, допустим, никому не помогал до этого, там крал у жены деньги, да, а тут меня никто не заставляет, меня заставляет вот именно вот это вот желание жить по-другому, желание жить трезвым. И это меня заставляет, ну как бы не заставляет, а мне вот предлагается вот начать оказывать помощь другим. И это каким-то образом влияет на меня самого. То есть я начинаю думать о других людях, о страдающих алкоголиках, допустим, о своих близких, об окружающем мире. И, к примеру, начав выздоравливать в анонимных алкоголиках, я вот начал задумываться о том, что действительно вот алкоголизм, он несет такую глобальную проблему для нашей страны. И мне вот, как вот, допустим, как человеку, там, как гражданину, не только вот я могу заниматься анонимными алкоголиками, плюс еще вот есть желание заниматься чем-то таким полезным. И это вот происходят такие вот коренные изменения в мышлении. То есть программа помогает перестроить свое мышление. То есть мысли становятся совершенно другими. То есть и почему называется группа взаимопомощи, поддержки. Потому что алкоголику комфортнее находиться с другими алкоголиками, которые выздоравливают. Например, многие шутят, говорят, вы анонимные алкоголики, вы что там пьете анонимно, что ли? Нет, там мы не пьем анонимно, мы там разговариваем о том, что как начать жить трезво, и при этом никто никого не осуждает. Потому что как я могу осудить кого-то там, к примеру, там, если я такой же, как он? Меня только от него отделяет вот эта вот рюмка, да? Если я выпью, а неизвестно, каким человеком я стану. То есть мне не хочется туда возвращаться. А для того, чтобы не возвращаться, я начинаю работать над собой, развиваться. И вот так это работает. То есть свои идут к своим, и им намного проще, нам, вернее, намного проще общаться с такими же, как мы. Потому что, к примеру, когда я пришел в 2017 году, я смотрел на этих ребят, я понимал, что они алкоголики, но как-то они что-то не похожи. И одеты нормально вроде, и от них не пахнет, и такие радостные, улыбаются. И в то же время, слушая их истории, я понимал, да, у этого, например, история еще хуже, чем у меня. Но как-то он нормальный, там, столько лет трезвый. Единственное, что у меня в голове не укладывалось, как можно столько лет находиться трезвым. Потому что я помню, у меня были периоды воздержания, но трезвость была печальная. То есть это был один маршрут. Дом, работа, дом, работа. Никакой радости. А вот именно вот программа 12 шагов, она помогает обрести вот именно радость в трезвости. То есть возможность жить полноценной жизнью. Жизнью нормального человека.
там не супер там как-то. Некоторые, может, думают, там, я трезвее, там, стану там каким-то великим там. Да нет, просто будь нормальным человеком. Вот и все. А кто вас привел в сообщество? Вы сами или вас вот много жена поддерживала, или жена, или друзья, может? О содружестве анонимные алкоголики я впервые узнал в 2010 году, когда они только открылись. У нас вот тогда платформа была такая, помните, наверное, ekt.ru. Там вот психологический форум, потому что время от времени я туда заглядывал. Даже писал туда, вот у меня проблемы с алкоголизмом, что мне делать там. И кто-то мне там отвечал. Ну, я так полагаю, что это вот члены содружества там и сидели. И они оставили контакт, телефон. Впервые я позвонил туда в 2010 году. Я приходил тогда еще, потому что осознание проблемы было уже тогда. Но на тот момент как-то я вот не совсем, видимо, как говорят, хлебнул дна, что ли. И все продолжал это употреблять. И там время от времени, конечно, к ним сбегал. Но как-то вот перспектива там сидеть на этих собраниях и не пить совсем, она меня как-то не привлекала. Мне, видимо, понадобилось там чуть-чуть больше времени, да, больше, наверное, испытаний там, потому что за те 7 лет, то, что я там болтался между небом и землей, конечно, много чего плохого произошло. И в 17 году вот я, наверное, осознал, вот иллюзия ушла, что, допустим, мне нужно какое-то время не употреблять, и потом я стану нормальным. Она ушла. Я понял, что мне нужна помощь. И тогда вот я набрался, как раз вот я лежал в наркологии, туда пришли члены Содружества рассказывать свои истории, потому что спасибо руководству Якутского республиканского наркологического диспансера, то, что вот они нам разрешают общаться с пациентами. То есть мы посещаем наркологический диспансер, стационар, и плюс посещаем реабилитационный центр Кангалас, где общаемся с пациентами. Потому что это вот, ну, это важная цель для Вы нас. и сейчас это практикуете, И да? сейчас мы Да. это делаем, да. Каждую неделю мы ходим. Какой положительный эффект дает? На себе могу сказать, что когда я лежал на наркологической диспансере в стационаре, я находился в таком состоянии, ну, близком, наверное, к отчаянию, потому что я не знал, что делать. И когда они вот пришли и рассказали свои истории, что есть такая группа, я сразу вспомнил, что когда-то я ходил на эту группу. И у меня возникло вот решение, что как только я выйду из диспансера, из стационара, сразу же пойду на группу. Потому что у меня уже не было вариантов. Один вариант был только умереть от алкоголя. Но умирать не хотелось. Если вот классическая медицина не имеет возможности или силы вот помочь, да, помочь алкоголику, что и чем тогда помогает сообщество? Сопричастием или еще чем? Как это работает? Спасибо за вопрос. Я бы так не говорил. Вот, благодаря медикам я вообще живой. Потому что они вот очень терпеливо, очень как бы, как сказать, постоянно, да, и регулярно вот с этим сталкиваются. На самом деле вот в нашей книге, да, «Анонимные алкоголики» написано «Алкоголики – малопривлекательная публика». Потому что я сам по себе знаю, какой я бываю человек, который, ну, всех достанет. А они вот терпеливо, кропотливо с нами работают. А что они могут сделать? Естественно, они оказывают все, что в их силах есть, медицинскую помощь. Человека надо в чувство привести.
иначе он может умереть. Надо его поколоть препаратами, поддержать, восстановить. Все, что, допустим, сейчас вот очень здорово работает психологический кабинет. Уровень наркологии, на мой взгляд, очень существенно поднялся. Вот за то время, пока я стал, вернее, за мой опыт, да, уровень вообще, по крайней мере, очень высокий. Другое дело, что почему возникает не то, что сказать, не излечивается, а проблема-то в самих людях. Потому что алкоголики часто тешат себе иллюзиями: я сам, я сам. А как человеку помочь, если он не хочет? Я думаю, что все методы хороши. И психологи, и религия тоже хорошо помогает. Я знаю, допустим, несколько людей, которые с помощью религии обрели трезвость. И мало того, что трезвость обрели, плюс у них духовное такое возрождение пошло. На самом деле это же путь. И анонимные алкоголики предлагают только один из путей, где, допустим, мне допустим, посчастливилось с другими алкоголиками пройти этот путь. Кому-то, может быть, там помогла религия, а кому-то, может быть, там в стационаре, там в репцентре зацепило, и они пошли по этому пути. Потому что нет какого-то одного пути. Есть разные пути, но все они приводят к тому, что человек начинает понимать, что то, как я сейчас живу, оно совершенно как-то неправильно. И мне нужно что-то делать для того, чтобы найти путь к трезвости, к развитию. Потому что трезвость — это, по сути, только начало. Это вот для того, мне нужно мозги свои привести в порядок, чтобы начать думать, что вообще происходит. И какое-то здравомыслие обрести, что-то пытаться куда-то двигаться. И на самом деле содружество — это только один из таких путей. На мой взгляд, на сегодняшний день через нашу группу прошли уже сотни людей. Но, к сожалению, там не все, может, обрели трезвость. Это уже процесс такой индивидуальный. А вы не следите, да, за... У нас не ведется статистика, потому что у нас почему мы называемся анонимные алкоголики? В содружество может человек прийти по собственной воле. Иногда жены приводят, стоят под дверью, чтобы он не убежал. Такие тоже есть. Но потом в процессе многие понимают, что это именно то место, где можно начать спокойно как-то восстанавливаться. Многие, допустим, уходят, к сожалению. Некоторые умирают. Такова болезнь, что поделать. Иван, у нас в республике есть трезвые села, и есть и работают ограничительные меры. Это имеет какой-нибудь положительный эффект? Способствует ли отрезвлению, можно сказать, населения? На мой взгляд, это очень хорошая идея, потому что, к примеру, когда общество, оно все-таки решило жить трезво, это, с одной стороны, на человека тоже может повлиять. К примеру, на алкоголика, может, это и не повлияет, а на человека, который умеренно, так скажем, да, как у нас в обществе принято, умеренно, или культурно-питейно, там, он лишний раз подумает, стоит ли идти искать эту бутылку, там, которая, может, 3 дорого она стоит. Он лишний раз не пойдет.
И, возможно, это сохранит ему жизнь. Потому что мало ли что может произойти. На дороге собьет пьяный водитель. Или что-то еще там. И опять же, безопасность для детей своего рода. Потому что как бы дети, они не видят вот это вот насилие, которое возможно там в пьяном виде. Но мне кажется, тут есть еще один нюанс такой, очень такой весомый. Мало того, чтобы ограничить продажу, нужно людей информировать. И не о том, что вот так вот нельзя, а именно вот полноценно рассказывать о том, что вот что такое алкоголь, там, наркотики, там, что-то еще там, да, какие-то вещества. И о том, как привлекательна жизнь трезвости. У нас, допустим, очень много в республике вот, популярный вот, спорт, вот какой-то активный отдых. Вот это можно было популяризировать, но я не знаю, сколько в этих трезвых селах это вот и происходит. Но мне кажется, надо привлекать общественников там, анонимных алкоголиков, чтобы как-то, ну, вот это вот, все это было вот какие-то религиозные организации, чтобы они в этом процессе тоже участвовали. Потому что просто трезвость, она сама по себе, ну, это хорошее дело, но если не объяснять человеку, что это привлекательно, что это хорошо, человек не будет ценить ее. Он, допустим, в селе не пьет, а поедет в город напьется. Поэтому нужно объяснять, разъяснять о том, что трезвость сама по себе это такой вот ценный ресурс. Есть ли вот именно по вашей линии какой-нибудь хороший пример, когда вот тоже вы работали там с молодым поколением, с детьми, там, в школах, в детских садах, по просветительскому направлению, например? Спасибо за вопрос. Я как бы могу сказать одно, что Содружество анонимные алкоголики, оно как бы не занимается делами каких-то не являющихся их главной задачей. Наша главная задача – это страдающие алкоголики. То есть, к примеру, если, допустим, анонимных алкоголиков позовут в школу, ну это как-то, во-первых, не позовут, а во-вторых, ну, школьникам надо про другое рассказывать, про привлекательность, там, про здоровый образ Про жизни. ЗОЖ, да. Можно, конечно, там привести примеры. Вот есть там алкоголики анонимные, которые могут поделиться своими историями. Ну, я не думаю, что это на такой вот прямо вот как бы в широкодоступном таком мероприятии можно было. Можно об этом рассказывать, да. К примеру, у нас вот в городе, несмотря на то, что Содружеству 15 лет, очень мало знают про анонимных алкоголиков. Это вот, конечно, такой вот минус, то, что не выходили на такие вот общественные ресурсы. Как бы, ну, я думаю, что процесс, он как бы идет, группа развивается, и на сегодняшний день есть сайт анонимных алкоголиков, есть вот взаимодействие с другими регионами, где вот получаем опыт вот этого взаимодействия с органами власти и общественности. Я думаю, что это все в перспективе. А в целом так, каких-то вот, допустим, общественных мероприятиях, я думаю, очень даже можно было привлекать анонимных алкоголиков, потому что анонимные алкоголики, вот выздоравливающие, они очень понимают прекрасно и плюсы как бы нацелены на то, чтобы какие-то нести идеи. Это было бы неплохо. А вы вот сказали, что вы в трезвости уже 7-й год. Да, более 7 лет. Более 7 лет. Не боитесь сорваться? А вдруг настанет этот день?
Ну, на самом деле какие-то в первые годы я, конечно, боялся вот этого, что вот срыв, но сам по себе страх, он, я понимаю вообще вот саму природу страха, но это, потому что в процессе работы по шагам мы все это изучаем. Страх — это когда что-то должно свершиться, а может оно не свершиться. Зачем мне об этом думать? Я сейчас стараюсь жить в настоящем времени, думать о том, что сейчас со мной происходит. И, ну, если даже и случится, ну, никто не застрахован. Поэтому опасаться того, что чего может быть, чего не может быть. Если я буду работать постоянно над собой, помогать другим, то этого просто-напросто не случится никогда. Если я, как говорил про эскалатор, да, который движется вниз, где-то остановлюсь на этом пути, то, к сожалению, будет так. Иван, спасибо за участие и надеемся, что ваш пример станет поддержкой. Спасибо большое за приглашение. Всего доброго. Всего доброго. До встречи в эфире.